Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Буздякскому району. Буздякский район находится в западной части Республики Башкортостан. Расположен в 112 километрах от Уфы. Именно с Уфой, а также с Октябрьским, Белебеем, Альметьевском сотрудничает одно из буздякских предприятий – металлопрокатный завод. Там выпускают стальную арматуру разного диаметра. Глава Башкортостана Ради Хабиров едет туда. А спрос есть на вашу продукцию? Спрос есть, со спросом проблем нет. Да. Тот объем, который мы пока выпускаем, он даже для республики, да, этого немного. А на выпуске какая у вас продукция? Арматура, да, или что это? Ну, пока только арматура, и даже мы выпускаем только 12-ю арматуру. Она, самая востребованная. Она строительная, да, получается? Да, строительная. Давайте туда продолжайте. Все технологии. Крупных диаметров трубы не так востребованы, то есть их повторно не используют. Не получается, мы используем это сырье. Пока оно было достаточно дешевое, но сейчас подобное производство появляется в других регионах и уже дороже. Брали у «Газпрома», получается? Пока мы брали у «Газпрома», пока нам было достаточно этого объема, то есть наш «Трансгаз» помогал даже в этом плане, мы к ним обращались. Но посмотрим, как будет дальше. Трубы много, еще лет 20 ее будет выкапывать. Как сырье, возможно, будем также использовать. У «Транснефти», у нефтяных компаний то же самое примерно. Вот мы вот так делаем заготовки из них, дальше идет прокат. Это вот на гильотине вы рубите, да? Да. Она сейчас прокатывается и уже готова продукция. Вот можно по цепочке пройти, показать. Оборудование иранское, советской технологии. Здравствуйте. Скажите, а что происходит? Здесь арматура выходит готовая. А вентиляторы что? Охлаждают, стол охлаждения. Спасибо. Какая температура арматуры? Печь нагревается до 960 градусов. Здесь остывает. Спасибо. А это вот конечный продукт или что-то дальше можно делать? Нет, это уже все идет на строительную, монолит обычный. Вы какие-то меры поддержки получали от республики? Нет, не получали. Мы думали, что мы сами в силах подняться, но достаточно тяжело. Давайте, поручили сам, может быть, придете к нам на инвест-час, посидим вместе. У нас и субсидирование есть на оборудование. Напишите данные мои, на инвест-час, там поручение дадите этому, примеру, что мне... Ради Фаридович, а какие поручения вы по итогам визита сюда? Я у него задал, знаете, когда вижу такие предприятия, спасибо, я всегда спрашиваю, я говорю, вы меры поддержки от правительства получали какие-нибудь? По-разному бывает. Вот эти не получали. Они там довольно такое энергоемкое, энергозатратное, тяжелое производство наладили. А никакого не получали никакой поддержки. Я их пригласил на инвест-час, а там уже вместе. У них же очень энергоресурсы дорогие. Печь работает на газе. Вот, пожалуйста, цена газа, электричество и так далее. 50 человек? 50 человек. 50 человек, да, работает? 50 человек, да. Тяжелое такое. Настоящее производство, да? Мужское. Но мы вот сейчас работаем с Камским литейным, с челнами, по поводу автоматизации выдачи как раз этого всего. Это жаропрочные металлы здесь в Башкирии. А вот какое-то другое сырье для переплавки возможно? Конечно. То есть, в принципе, все вы можете катать, да? Да, можно вообще собирать металлолом по республике, и небольшое предприятие на 50 тысяч тонн в год. Я говорю, только это требует уже... Я вас прям в середине декабря увидимся, ладно? Я вас приглашу, и там просто приходите, тоже готовы. Мои коллеги выйдут с Минпрома и пообщаемся. Хорошо. Спасибо. Спасибо.
Рафич, а что надо сделать, чтобы попасть на инвест сейчас? Ничего, сделать заявку и все. Куда? У нас и через бизнес-портал, и в Министерство промышленности, и ко мне лично в мой адрес. И вот в ходе этих поездок я обычно приглашаю. Тут масса возможностей попасть. Спасибо. Следующий объект рабочей поездки главы Башкортостана Ради Хабирова по Буздякскому району – тепличный комплекс. На предприятии круглый год выращивают огурцы, салаты, базилик. Сейчас мы реализуем инвестиционный проект, а у нас есть 12 гектаров проект сам, а реализовали и ввели в эксплуатацию 10 гектаров. 10 гектаров с 2012 года мы начали в 4 этапа. Вот на данный момент полностью светокультура. Я не побоюсь этого слова, аналогов нет у нас в Башкирии, потому что у нас 230 ватт на квадратный метр, а это досвечивание, это та система, которая позволяет нам урожайность добиться до 130 килограмм с квадратного метра. Мы берем, в этом году мы выйдем на 12 тысяч, 12 600 до 13 тысяч тонн продукции. Здесь вот это, по-моему, самая современная, да, технология? Четвертый, пока есть уже пятый. Одна из современных, да? Мы выращиваем не на почве, не на грунтах, мы выращиваем на субстрате. У нас полностью система автоматического полива. У нас опять-таки же мы взвешиваем, автоматически взвешивается сам субстрат, и автоматом выдается на компьютер, сколько капель необходимо для данного растения. Чтобы не перепалить. Да. Опять-таки же мы имеем систему досвечивания, опять 230 ватт на квадратный метр, что в Алексеевке, наверное, 160-180 килограмм, 90-95, наверное. Так, секрет была. Система зашторивания. В данный момент сейчас у нас опять-таки же солнце вышло, и шторки они открылись. А так они автоматически полностью закрываются. У нас пятиконтурная система отопления. У нас не застаивается снег, потому что, вот видите, лотки шатровое отопление идет, подлотковое идет полностью. А технология чья? Это голландская? Полностью все Голландия. У нас вся теплица. Вся теплица с Голландии. Мне глава говорит, что на самолете, когда пролетают, видно, да? Это маячок такой для башки. Когда разворачивается самолет как раз на Уфу, и это маяк такой. А так задач, проблем много, все они решаемые. Спасибо опять-таки же Министерству сельского хозяйства, потому что все программы, которые есть, в них во всех, конечно, все, что можно, мы собираем. Да. У нас и по семенам, и по удобрениям, и по технике, и по капексам мы получали. А куда поставляете вообще? По стране, да, или как? По всей стране. География очень огромная. До Красноярска. У нас и Красноярск, и Омск, и Санкт-Петербург, и Москва, и Оренбург, и Казахстан. Очень. Самовывоз или земля? Самовывоз. У нас паевых земель много очень. В собственности земель очень. Пока вот этот бизнес только хотите вести, да? У нас диверсифицированный бизнес. Мы же большая семья, у нас 5 детей, у нас есть закрытый грунт, открытый грунт, производство профнастила. Надо подземный грунт, тогда грибы начинают. 20% НДС там. А сколько здесь работает у вас? Вот в тепличном комплексе 155 человек. Это 155 новых рабочих. Да, это все в Зарплата сколько? 25-30, опять-таки же у нас от урожайности. Такая хорошая зарплата до 50, до 60, а так средняя идет 25-30. Да. А достичь этих всех результатов, конечно же, благодаря золотым нашим ручкам, овощеводам, которые за эти 7 лет, нашему тепличному комплексу 7 лет, кстати, в этом году, да, они научились, и все местные, если изначально мы привлекали сюда приезжих людей, пленочные теплицы, а сейчас уже наши начали. Наши хорошо работают, у нас практически 90% женщин. Вот на инвест сейчас приходите, мы вас приглашаем, готовим по решениям, и там просто мы сразу принимаем решение, чем помочь. Вы нам говорите о ваших планах, а мы сразу решаем. Там говорите, мы хотим там землю, прочее, поручение главе земля, там меры поддержки, какие все есть, сразу договариваемся, включаем вас в инвестиционный проект приоритетный. Соответственно, налогообложение льготное и так далее. Да. Конечно, мы придем, вы тут не согласитесь. Конечно. Пометьте, пожалуйста, да? А это вот что здесь? А это у нас... Это у нас рассадное отделение, как раз мы здесь. У нас зарождается жизнь на сегодняшний день огурца, потому что у нас мы прошли, это уже на средство готово. Добрый день. Здравствуйте. Да. И вот они у нас сеют огурец, мараш. Вот наши девочки, красавицы, благодаря им. Семена чьи? Семена Голландия, а вот все маты, субстрат, это Волга Рос, наша российская.
Вот. Мы их подпитали. Сейчас вот девочки семена, и они 25 дней. И цикл полностью, вот если взять огурец, 145-125 дней, мы за год проводим в 3 оборота. И за 3 оборота мы урожайность у нас достигает 130 килограмм с квадратного метра. Рафик Фрич, я уже вашу улыбку знаю. Вам понравилось? Да, очень понравилось. Спасибо. Спасибо. А что понравилось? Ну, слушайте, как может не понравиться такое? Вот эта семья начинали с 40 соток. И посмотрите, современное предприятие поставили. Оборот сколько у вас достигли? Оборот, да. По деньгам? По объемам 12 тысяч. Объем продукции 1,2 миллиарда. 1,2. Вот видите, еще одно предприятие миллиардное. Консервный завод. Да? А у них побольше? Ну, так скромный. А у них миллиард, а у вас 1,2 миллиарда. Ну, не мешайте, заходите все. Спасибо большое. Спасибо. Фонтан, аллеи, прогулочные зоны. Буздяки благоустраивает сквер имени Ленина. Глава Башкортостана Ради Хабиров на этом объекте. В этом году мы вот по федеральной программе как раз поселили брусчатку, скамейки. Здесь были кустарники. Памятник Ленина тоже полностью покрыли гранитом. Тоже обновили. Здесь везде, до этого здесь газона не было, полностью газон здесь, считайте, сейчас. Здесь фонтан, тоже не было его. Не было фонтана? Не было, да. Только установили буквально неделю назад. Плюс пока нет, заморозим только, потому что и весной здесь установим круг с 20 форсунок, здесь уже будет полно, потому что все-таки сейчас его делать этот. Да, красиво. В принципе, федеральные деньги 100% осваиваем. Нормально. Ну, то есть вот этот сквер, да? Вот да, то есть уже новый свежий вид. Это ваша главная площадь, да? Да, центральная площадь. А вот елку установили? Да, уже елку установили. Здесь ледяной городок будет в ближайшее время. Вот все елки будут в гирляндах. То есть будет очень красочно. Снова благоустройство. Уделяете огромное внимание этой теме? Ну, конечно, потому что все-таки вот я для себя поставил задачу, чтобы наши все населенные пункты, во-первых, привели мы в порядок. Для начала санитарный порядок, чистота, убрана, причесана, а потом будем все-таки делать немножко более высокий уровень благоустройства, чтобы были парки, скверы благоустроены, асфальт качественный, бордюрчики, тротуары, газонная трава. Вот. У нас еще есть целые муниципалитеты, где нету даже 10 квадратных метров газона. Вот мы вчера с главной обсуждали. Поэтому потихонечку эту культуру будем вносить, потому что, понимаете, все-таки страна развивается, и республика развивается, и у людей потребности становятся выше и выше. Мы должны им соответствовать. Поэтому нормально. Это затратная история на самом деле, да, и может быть сразу, вернее, она затратная, и результаты этой работы, что хорошо, они видны сразу. Вот сквер мы посмотрели, видите, сразу видно. Фонтан впервые появился, никогда фонтана не было. Не было фонтана? Не было. Да. А мы сейчас идем куда? Сейчас главное. Ну вот, по благоустройству, что мы сделали в этом году, это 3 дворовые территории, 12 домов, и вот этот сквер, который мы сейчас с вами видели, фонтан, построили, его до сих пор не было, буздяки, газоны, скамейки, фонарики, то есть такой городской облик начинает принимать современный буздяк. Кроме той программы республиканской, мы дополнительно установили 13 детских площадок. Это было обращение самих жителей. В самом Буздяке 8. И уже начали сами сельсоветы за счет, в том числе за счет тех республиканских денег, вот 700 тысяч, которые республика дает, тоже начали на них покупать. Построили 2 тротуара. Маулютово, Садовое. Но это сказать надо, вот все эти 2 пункта, они полностью за счет местного бюджета. То есть это все идет за счет нашего перевыполнения бюджета. То есть, отремонтировали 10 подъездов по республиканской программе. Вот освещение делали, да? Вот освещение делали, тоже дальше. Покажу. В 2020 году планировали 7 подъездов отремонтировать и благоустроить 1 дворовую территорию. Это попадает 6 многоквартирных домов, то есть комплексно. По дорогам, вот за счет дорожного фонда, республиканских денег, территориальных заказов мы отремонтировали 55 улиц. Вот. А вот по родной улице вы сделали улицу Ленина, центральную улицу? Да, вот эта улица. Там поменяли бордюры и асфальт, да, или как? Или там что? был полностью асфальт обновили. Асфальт обновили. Полностью, 100%. В основном используем щебень. По бизнесу, по малому и среднему бизнесу у вас как?
Так, здесь, к сожалению, нету. Но идет с ростом сегодня 500. У вас назначено уже бизнес-шеринг? Да, с 1 ноября работает. Нормально. Нормально. Каждую среду проводим. Предпринимательский. Да, лично сам провожу, в соответствии и архитектор, и КУС, и замы как бы участвуют, сразу стараемся на месте решить. Все, коллеги. Ради Фрейч, уже традиционный час главы. О чем вы говорили с главой? Ну, у нас традиционно из двух частей. Первый – это доклад о социально-экономическом положении. Это, понятно, базовые вещи. Экономика, доходная часть, какие объекты требуют внимания, динамика демографическая. Ну, здесь Буздяк в этом плане нас радует. Вот мы сегодня вместе же были, какие предприятия современные. Стабильно крепко. Стабильно крепко, да. Здесь в Буздяке всегда жил такой, знаете, предприимчивый народ. И, слава богу, у них хорошо. И посмотрите, даже и какие есть заборчики, крепкие дома. Поэтому с большим удовольствием сюда приезжать. Ну и всегда возникают вопросы, связанные с оказанием поддержки по линии правительства. Поэтому мы сейчас обсудили, там была просьба. Что интересно, вот это такая тоже важная просьба, что в Буздяке действительно требует внимания. Автобусы, транспорт для того, чтобы с Буздяка доехать до Уфы, проблем нет и обратно. Но все деревни не соединены с административным центром. И это большая проблема. Вот мы сейчас прям сразу провели переговоры с нашим Башавтотрансом. В самое ближайшее время эти вопросы решать начнем. И здесь Буздяк будет для нас пилотным проектом. Почему? Потому что эта проблема характерна не только для Буздяка. Мы, как я и говорил, это силами государственного перевозчика обеспечили связь всех административных центров с Уфой. Сейчас у нас со всеми связано силами Башавтотранса. Теперь следующий, более сложный шаг, который больше времени затребует, это чтобы деревня у нас соединялись. Почему именно Башавтотранс? Потому что это же небольшие объемы перевозки. И коммерческие перевозчики там не заработают ничего. Вот, и придется нам ставить Башавтотранс, но за это его будем мы субсидировать. Поэтому такая история.